Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Рифа Кабба. Это еженедельная передача «Вокруг Абхазии» о самых ярких и важных событиях в мире, во внешней политике нашей республики, о серьезных имиджевых мероприятиях и о многом другом. Пожалуй, начнем. Начинаем нашу передачу сегодня с печального известия. Не стало политолога Николая Трапш, нашего большого друга, одного из самых частых приглашенных экспертов этой передачи. Он трагически погиб в субботу вечером в дорожно-транспортном происшествии по пути из Ставрополя в Ростов-на-Дону. Руководитель Центра исследований Большого Кавказа Института социологии и регионоведения Южного федерального университета, кандидат исторических наук, доцент Николай Алексеевич Трапш уже более 25 лет занимался педагогической деятельностью в вузе, который сам же окончил с отличием. Был заместителем декана и деканом исторического факультета Южного федерального университета. Николай Трапш был признанным научным сообществом экспертом в области истории Кавказа в новое и новейшее время политических процессов в Кавказском регионе на современном этапе, автором более 100 научных и учебно-методических работ по истории России и Кавказского макрорегиона, политической регионалистики, получивших высокую оценку в профессиональном научном сообществе. Николай Алексеевич был одним из наиболее авторитетных и высокопрофессиональных экспертов в чрезвычайно сложной сфере междисциплинарных научных исследований кавказоведений. На трагическую гибель коллеги и друга отозвался политолог Сергей Маркедонов. На своей странице в Facebook он написал, что оглушен этой трагической новостью. «Не могу поверить до сих пор, я знал его со школьных лет. Мы учились вместе в школе номер 43 в Ростове-на-Дону. Правда, он на 3 года младше. Потом РГУ, ИСТФАК, студенческие годы, потом наука, аспирантура, конференции, статьи, доклады. Но даже не это главное. Главное – многолетняя дружба, человеческое общение. С твоей-то энергией, умом, прекрасными человеческими качествами я даже не знаю никого, кто мог бы о тебе что-то плохое сказать. Тебя так не будет хватать, будто бы кусок жизни взяли и вынули», написал Сергей Маркедонов. Хочу вам напомнить, уважаемые телезрители, что вы часто имели возможность услышать мнение политолога Николая Трапш по самым животрепещущим вопросам мировой политики в эфире нашей передачи на протяжении последних 4 лет многократно. Его экспертные комментарии всегда были основаны на глубоком анализе, трезвом взгляде на положение вещей, выверены, уравновешены, лишены популизма и всегда облечены в простую, понятную и непременно корректную форму. Хочется особо отметить его готовность находить в своем плотном графике время для интервью. Его слово было точным. Никогда уровень его профессионализма не позволял ему отменить какое-то интервью или отказаться от него. Мы глубоко скорбим об этой утрате и выражаем соболезнования родным и близким Николая Алексеевича. Нам будет его очень не хватать. Продолжаем передачу. В Санкт-Петербурге прошел уже ставший традиционным Петербургский международный экономический форум, одно из крупнейших деловых событий года. Форум подтвердил статус главной площадки для обсуждения глобальных и национальных экономических вопросов, привлечения инвестиций и заключения международных соглашений. В этом году на мероприятии были достигнуты рекордные договоренности, обозначены новые векторы экономического сотрудничества и заявлены стратегические цели развития. Форум собрал около 20 тысяч участников из 140 стран. Международное присутствие подчеркивает растущий интерес к сотрудничеству с Россией на фоне глобальных экономических изменений, считают организаторы форума. Международный экономический форум становится все более интересным, демонстрируя развитие России и огромный интерес к ней со стороны других государств, отметил после пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в пленарном заседании 28-го Петербургского международного экономического форума. Также в Петербургском форуме приняла участие делегация абхазских парламентариев под руководством спикера Народного собрания Лаши Ашуба. В составе парламентской делегации также были заместители спикера Астамур Аршба и Ашот Минасян, депутаты Инар Сацба, Беслан Эмурхба и Инар Гицба. В этом
году форум проходил под лозунгом «Общие ценности. Основа роста в многополярном мире». Несмотря на то, что форум экономический, все же без политики и политических заявлений тоже не обошлось. Кульминацией в этом смысле стало появление российского президента Владимира Путина на пленарном заседании и многочисленные вопросы, на которые он отвечал. Например, ему был задан вопрос: беспокоит ли вас то, что мы скатываемся к Третьей мировой войне сейчас? Беспокоит, говорю без всякой иронии, без шуток, ответил Владимир Путин. Конечно, очень много конфликтного потенциала, он растет, и у нас под носом, нас это касается напрямую, конфликт, который мы переживаем на Украине, на этом направлении, то, что происходит на Ближнем Востоке. И, конечно, нас очень беспокоит то, что происходит вокруг ядерных объектов Ирана. Беспокоит то, к чему это может привести. Это требует, безусловно, не только нашего внимательного отношения к происходящим событиям, но и к поиску развязок, к поиску решений, причем желательно мирными средствами по всем направлениям. Говорю это совершенно искренне, сказал он. Касаясь темы отношений с Китаем, российский президент отметил: Россия и Китай не формируют новый миропорядок, мы его только оформляем. Новый миропорядок возникает естественным образом. Это все равно, что восход солнца. От этого никуда не деться. А мы его оформляем и, может быть, расчищаем дорогу для этого процесса с тем, чтобы он был более сбалансированным и отвечал интересам подавляющего большинства стран, отметил он. Ну а сейчас у нас есть возможность узнать больше о том, что представлял из себя форум, какова была работа на его полях от депутата Народного собрания Абхазии Инара Гицба, который, как я уже упомянула выше, был в составе нашей парламентской делегации в Санкт-Петербурге. Смотрите интервью с ним. Приветствуем вас, Инар Альбертович. Знаем, что в составе делегации вы были в Петербургском международном экономическом форуме. Это очень важное событие, которое, по-моему, с 1997 года, насколько я знаю, проводится в Петербурге. Расскажите, пожалуйста, какие, скажем так, я понимаю, что за 3 дня наверняка очень много чего происходило, но какие события, какие мероприятия этого форума вы бы выделили особенно? Добрый день, да, еще раз. Действительно принимали участие, традиционно принимала Абхазия и абхазская делегация участие в очередном форуме, который проходил в Петербурге. Это достаточно, наверное, даже не столько достаточно, сколько максимально авторитетная площадка, на которой встречаются представители как руководства различных стран, ну, прежде всего, конечно, гости принимают на высоком уровне, так и представители бизнес-сообщества, различных академических кругов на высшем уровне. И там происходит такой заинтересованный, углубленный обмен мнениями по текущим событиям, которые происходят не только в России, но и в глобализирующемся мире, а также рассматриваются перспективы развития этих событий. Абхазская делегация была представлена достаточно широко. Вот вы уже упомянули о том, что была парламентская делегация, которую возглавлял спикер парламента Лаша Ашуба. Президент приехал, и он участвовал тоже в работе Питерского форума. Также была делегация контрольной палаты и арбитражного суда. Постарались максимально для себя, каждый по своему направлению, взять все лучшие практики и все лучшие тренды, которые существуют сегодня не только в экономике. Почему говорю об экономике? Потому что все-таки питерский, он экономический, больше уклон экономические вопросы там обсуждаются, но помимо экономических аспектов, конечно же, не обошлось, как всегда традиционно, и без анализа политических глобальных процессов. Кроме того, там рассматривались вопросы и укрепления и развития этнокультурных ценностей. Кстати, вообще форум проходил под лозунгом «Традиционные ценности. Основа роста в глобализирующемся мире». То есть подчеркивалось, что сохранение традиционных ценностей, да, таких ценностей, как здоровая семья, там, этнокультурные ценности, диалог культур, легли в основу всех тех процессов экономико-политического и дипломатического характера, которые обсуждались на форуме. Центральным мероприятием этого форума, конечно же, стало пленарное заседание, в котором участвовал
и выступил с такой глубокой речью президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Его речь длилась порядка 55 минут, и он, конечно, в большей степени акцентировал внимание на экономике роста, на успехах, которые достигла, несмотря на все обстоятельства, которые происходят в мире и в отношении Российской Федерации, которая демонстрирует устойчивый рост. Очень много времени было посвящено проблемам сохранения этих тенденций и создания максимально благоприятных условий для динамичного развития общества и повышения благосостояния этого общества. В панельной дискуссии приглашенными гостями также были президент Индонезии, который действительно очень подчеркнул много важных аспектов укрепления связей и построения мирных инициатив для того, чтобы мир был менее опасный и более предсказуемый. Был вице-премьер Китая, принимал участие, был представитель короля Бахрейна. И дискуссия, которая там проходила, и потом в целом вопросы, которые задавались участникам панельной дискуссии, они охватили очень широкий спектр важных и имеющих сиюминутное значение для глобального большинства. Очень интересно. Я тоже, конечно, читала, мониторила. Очень много, кстати говоря, на этом вроде бы экономическом форуме говорили и о политике тоже. Но все-таки, переходя вот к другой теме, конечно, нам хотелось бы знать, в каких конкретно мероприятиях, может быть, на полях форума, где удалось поучаствовать вот вашей делегации парламентской, в чем конкретно вы принимали участие, что было вам особо интересно? Да, спасибо. Ну, конечно, интересного было много. К сожалению, повестка не дала возможность участвовать во всех мероприятиях, которые были нам важны и интересны. У нас состоялись встречи как двусторонние, так и многосторонние с руководителями регионов, с которыми у нас динамично развиваются отношения. Мы встречались с делегацией Башкортостана, мы встречались с делегацией Татарстана, с хозяевами этого форума, да, там, с губернатором и его коллегами Петербурга. Кроме того, у нас состоялись встречи с представителями стран и экспертными кругами этих стран, с которыми есть очень отчетливые перспективы укрепления сотрудничества. Пообщались, ну, в рамках форума, само собой, была возможность еще представить Абхазию на этом уровне. И это действительно для нас, для Абхазии. Вот вы задавали вопрос о том, что это для Абхазии участие в таких форумах. Это прежде всего, конечно же, укрепление существующих контактов и развитие и установление новых контактов. В той ситуации, в которой находится сегодня Российская Федерация, в принципе, дает нам возможность понимать круг стран, которые имеют для нас возможность развития пояса и укрепления пояса дружественных связей. Да? Это, скажем так, те страны, которые не попали в список нежелательных, да? И которые, ну, держатся в этой ситуации, которая складывается на международной геополитической арене, правильных ориентиров, если можно так сказать. Это прежде всего, конечно, страны глобального юга, и представителей этих стран, конечно, там было много. Это и африканский континент, и азиатский континент, с которыми у нас состоялись контакты. И мы имели там возможность, прежде всего, от себя лично рассказать, что такое Абхазия, какие перспективы взаимодействия и сотрудничества, как Абхазия может быть интегрирована в процессе укрепления многополярности в мире, да, совместно со странами, конечно, вот этого глобального юга. И тут крайне важно и географическое расположение Абхазии, это возможность в перспективе участвовать в трансграничных
процессах сотрудничества и установление новых каналов, логистических маршрутов. Вот мы прекрасно знаем, что Абхазия находилась на треке шелкового пути, да, через Абхазию проходили процессы торговли и взаимного общения многих стран, многих культур, народов. И сейчас мы имеем, на мой взгляд, неплохую возможность восстановить эту значимость в создании мостов дружбы между странами, которые разделяют с нами общие ценности. Мы пообщались с... Можно вот тут я уточню? Да. Это имеется в виду абстрактно или более имеется в виду более конкретные какие-то? То есть мы говорим о каких-то транспортных коммуникациях? Вы знаете, в наших условиях, в которых мы находимся, дипломатических, да, некоторые вещи, и наша дипломатия вообще носит такой, может быть, пока еще характер дипломатии, которая любит тишины, но тем не менее есть как общие концептуальные вопросы, которые обсуждались, так и конкретные вещи, которые, конечно, нуждаются, чтобы над ними глубоко поработали и представили уже как вот такую дорожную карту, которая готова к реализации. И мы смотрим и видим, как динамично и стремительно вообще развивается сейчас международная повестка, и поэтому важно, на мой взгляд, не терять импульса и держать, что называется, руку на пульсе, чтобы не выпасть на задворки этих процессов. И кто бы что ни говорил, у Абхазии есть такие перспективы, но опять-таки нужно, конечно же, очень детально и системно над этим работать. Инар Альбертович, не могу все-таки не задать этот вопрос. Вы много лет работали в МИДе, все-таки дипломатия редко отпускает тех, кто к ней был причастен. Вот с точки зрения, скажем, мировой политики, да, вообще всего, что происходит в геополитике, какие там другие были важные моменты? Вот что бы вы отметили? Ну, мы уже упомянули то, что подводился такой анализ текущей международной ситуации. Очень много было внимания уделено тем тревожным событиям, которые сегодня происходят на Ближнем Востоке. Несомненно, конечно, не обошлось и без обсуждения ситуации вокруг украинского кейса. Безусловно, был рассмотрен также и конфликтный потенциал, который существует, к сожалению, в других регионах. И вот там, конечно же, все-таки общий лейтмотив этого мероприятия склонялся к мысли, что сотрудничество и укрепление многополярности позволит предупреждать процессы, которые могут очень негативно отразиться на обществе по всему миру, да, и привести к каким-то непоправимым последствиям. И что необходимо для этого предпринять? Вот, кстати, в рамках этого еще были отдельные панельные дискуссии, в которых мы тоже принимали участие, посвященные нагнетанию неправдивой информации вокруг этих процессов. Да? В частности, говорилось много о дезинформации, говорилось очень много о фейках и дипфейках, как они сегодня вот, усугубляют ситуацию и зачастую представляют широкой общественности информацию, которая не соответствует действительности и приводит в накопительном своем эффекте к тому, что делаются неправильные выводы. И вот там у нас тоже была возможность говорить и на примере Абхазии, как это происходит и в Абхазии, да, вот на протяжении всех послевоенных лет, что Абхазия до сих пор находится в такой международной изоляции ввиду усилий Грузии по блокировке Абхазии от международного общения, от международного сотрудничества. И наш опыт, кстати, был очень интересен международным партнерам, как мы, несмотря на наши ограниченные в некоторой степени ресурсы и возможности,
стремимся пробивать вот эту вот глухую стену, которую пытаются вокруг нас построить и построили. Но работа здесь, конечно же, важна системная, и нужно внимательно анализировать все то, что говорится, пишется и делается, да, и источники, само собой. А вот интересно, очень маленький такой детальный вопрос. Нас спрашивали об аэропорте, о новом, что спрашивали ли, вот интересовались ли, можно ли к вам прилететь, потому что это что-то новое, и мне кажется, это тоже имеет прямое отношение к экономике. Само собой, конечно, интересовались, и на удивление, вот многие, с кем мы имели возможность пообщаться, я имею в виду зарубежных партнеров, были информированы о том, что в Абхазии запустился долгожданный аэропорт, и многие отмечали, что, конечно же, это новое окно, новые возможности межкультурного, в том числе и более упрощенного общения. Да? Если раньше сложнее было добраться до Абхазии, то теперь многие говорили, что уже рассматривают возможность приехать и просили нас разрешить им посетить нашу страну. Вот у меня была возможность пообщаться с перуанскими журналистами, с журналистами итальянскими, в частности, газеты «Ла Стампа», как бы, да, известной. И вот они изъявили такое желание приехать и изнутри. Но вот это желание, насколько мне удалось там увидеть, оно родилось прям вот на месте, да, когда они начали, ввиду того, что мы говорили об Абхазии без купюр, и у них появилась возможность напрямую у нас узнать о тех процессах, которые здесь происходят, и как мы живем, какими руководствуемся ценностями, что для нас важно, что мы умеем дружить и любим дружить, и что мы за то, чтобы в регионе, да? Конечно, да, за то, чтобы в регионе и в мире в целом мы имели возможность сосуществовать как добрые соседи со всеми. Как бы, да, и вот, ну, там были, конечно же, более детальные вопросы, и после вот таких вот бесед доверительных вот они изъявляли желание приехать и убедиться на месте, что это действительно так. Поэтому Абхазии, конечно же, необходимо открываться. И в этой части хотелось бы отметить работу, эффективную работу и сотрудничество с нашими коллегами-дипломатами, да, там из МИДа России. У нас, вы знаете, в рамках большого договора есть статья, которая предполагает скоординированные усилия по внешнеполитической деятельности. И вот нужно пользоваться всеми теми доступными ресурсами и помощью, которая у нас есть уникальная как бы в этом плане, чтобы устанавливать добрые контакты. Будем надеяться, что именно в этом русле мы и будем двигаться. Большое спасибо, что пришли и ответили на наш вопрос. Спасибо вам. На этом сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.